В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас гости из Грозненского нефтяного технического университета. Это заместитель директора Института нефти и газа Руслан Ахьядов и студент Института цифровой экономики и технологического предпринимательства Мурад Мусаев. Машу Элщи. И в начале нашего такого небольшого знакомства, Руслан, хотел бы спросить, как вы стали преподавателем? Это детская мечта или результат случайных обстоятельств? Но не сказал бы, что прям детская мечта. Мечтал стать ученым, так сказать. Много экспериментировал в детстве. А преподавателем стал с течением обстоятельств, так как на кафедре нужны были преподаватели, новая кровь, так сказать. И предложили, когда уже заканчивал учебу, прям последнюю неделю, можно сказать, предложили работу на кафедре. И с тех пор сначала стал ассистентом, потом старшим преподавателем, и так пошло-поехало. Ну, у кого-то степени детская мечта. Да. Какие предметы вы, какие дисциплины вы преподаете? Ну, преподаю, так называемые спецдисциплины на кафедре. Сейчас я преподаю подъемно-транспортные машины. Хорошо. Мурад, а почему ваш выбор пал при выборе университета на Грозненский нефтяной технический университет? Знаете, еще в 10 классе, когда уже мои родители мне говорили думать, куда ты будешь поступать, я вообще понятия не имел, что такое университет, что такое вообще студенческая жизнь. И еще в 11 классе, когда я случайно наткнулся на фото Грозненского государственного нефтяного технического университета, я сразу, можно сказать, уже определился, влюбился. И еще где-то в ноябре 11 класса у нас была экскурсия, которую мне не получилось посетить. Очень хотелось бы, конечно, но мне потом рассказали, что да как. И окончательно я уже, даже несмотря на другие варианты, поступил туда. Мурад, вы сказали, что вы в 10 классе вообще понятия не имели, вообще, что такое университет. На самом деле, вот я, когда поступал в университет, я думал, что все преподаватели в университете — это люди в возрасте, такие седые. Почему-то у меня было такое представление, когда у нас были первой парой, я помню, там какие-то молодые, очень молодые преподаватели. Меня это так удивило в какой-то степени. Что, я думаю, мало кто вообще имеет представление, когда поступает туда. Да, вот именно. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас ответ. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. 50 на 50. 50 на 50. И насчет второй. Давай я тебе дам слово. Давай звонок другу. Звонок другу и 50 на 50. Первый вопрос звучит так. Как назывался электрофон, выпускаемый Грозненским радиотехническим заводом? Гала, молодежный, концертный 3, ноктюрн. Ну, электрофон. Ну, из 4 явно по названию. Это Гала по названию, ближе, ну, понятно, по языку. Ну да. Скорее всего. Второй самый близкий вариант. Хоть и молодежная, так как в советское время выпускалось, много называлось молодежное. Насколько я знаю, там ноктюрн еще выпускался турист. Что из этого электрофон? Ну, 2 варианта А и Д, как ты думаешь? Мне кажется, Д. Ноктюрн. Давай Д тогда. Ответ Д. Грозненский радиотехнический завод специализировался на производстве магнитол, радиоприемников, радио- и телепередатчиков, а также настольных проигрывателей, электрофонов. Ноктюрн. Абсолютно верный ответ. Завод был построен в 1959 году и занимал площадь более 20 гектаров. Второй вопрос. Какой фактор казино АМ выдуман? В нем водятся уникальные обитатели. Площадь поверхности 2000 квадратных километров. Самое большое озеро Чеченской Республики. Вода имеет уникальные физические свойства. В нем водятся уникальные обитатели. Это факт. Да. То, что самое большое озеро Чайр, тоже факт. Сомнения по площади
Остается и два уникальное варианта. свойство. 2000 квадратных Да. километров. Большой, по-моему. Для казино, Слишком, да? Ответ Б. Ты как считаешь? Я подумал бы, да, но тоже доверюсь тебе, склоняюсь к ответу Б. Б. Высота Кизиной Ама над уровнем моря составляет 1854 метра. Это единственное место обитания эзинамской форели, занесенное в Красную книгу, как вы сказали. Действительно, это самое большое озеро Чеченской Республики. Вода в этом озере создает большое сопротивление для весел, что в советское время привело к созданию всесоюзной тренировочной базы на его берегу. вот Это оно. тоже верный ответ. И те, кто тренировался в таких условиях, чувствовали себя более уверенно на соревнованиях. А что касается площади поверхности, то она составляет чуть меньше, чем было в варианте ответов. Это Да, то, что 1,7. там тренировались, да, я это знал. Но то, что из-за уникального свойства. И третий вопрос. За какой сборник философских поэм предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе Ахмада Сулейманова? Несколько слов, наши нравы, о судьбе, философский трактат. Да. Самое известное, по-моему, ну, по крайней мере, мне известное, написанное Ахмадом Сулеймановым, это работа топонимы Чечни и Ингушетии, 4-томник. Это огромная работа, по-моему. Везде ходить, спрашивать, найти там старших, да? кто это помнит, да, как это место называлось, как эта гора называлась, кому она принадлежала, кто эту башню построил, все это огромная работа. Насчет поэм, ну, даже в школьной программе, по крайней мере, когда я учился, там был Ахмад Сулейманов, сейчас не знаю. Сейчас тоже есть. Есть? Вот. 2 поколения, да? Я думаю о судьбе или наши нравы. Вот я тоже. Только Может, думал. подсказка воспользоваться? 50 на 50? Да. И прикинь, именно о судьбе и наш Да, народ. Там я и не- останется. Там и- Ну, вы будете ближе к ответу, получается. Да. Ну да. Давай? Давай. Выберите 2 неверных варианта ответов. И у вас остается А и Д. Это либо несколько слов, либо философский трактат. Наши нравы — это Абузар Эдамиров написал. Произведение такого наставления для будущих поколений чеченцев. Ага. Так, А и Д. Несколько слов и философский Если трактат. брать, так сказать, чеченскую традицию, несколько слов Сашидуаш, О, что мне ближе это, кажется, даже нравится, можно так да, сказать. да, да. Философский трактат — это что-то общее, Мгм. мировое, по-моему. А, да? Да, Ответ А. да. Да. В 1988 году Ахмад Сулейманов стал лауреатом Государственной литературной премии ЧСР за сборник философских поэм «Цашидош». Несколько слов, абсолютно верный ответ. Эта книга вызвала бурное обсуждение и восхищение, что привело к предложениям выдвинуть автора на Нобелевскую премию по литературе. Надо это прочитать. Да. И 4-й вопрос. Ну, мы не могли, конечно же, без Гродненского нефтяного технического университета. Год открытия. Сколько студентов было зачислено в год открытия Гродненского нефтяного технического университета? 30, 55, 160, 265. Мне не кажется то, что там 30 и 55. Так, Из этих вариантов я не думал, что массово. Самое большое число я бы сразу нет. отодвинул. Ну, почему? Мне кажется, то, что это да. Даже Нет. Если брать там в эти года, вообще там трудно было поступить. Если послушать старшее поколение, даже в 70-е, когда поступали, там очень трудно было поступить вообще. Там небольшое студентов там было немного, потому что это было, по сути,
для своего времени вообще почти элитный вуз. То есть там поступали самые-самые. Ну, 70-е и 20-е это разные периоды, Ну да, полвека. да. Ну, Может, они сразу работали и учились параллельно в том же месте. Это очень хорошая мысль, кстати, Мурат, имеющая место быть. да. Мне кажется, да. Вот мне, А мне больше кажется, не С. кажется, а Мне прям, оптимальным кажется С. да? Ну Чё? давай Д тогда. Да. Ответ Да. Д. В первый год в ГКНТО учились 265 студентов. Абсолютно верный ответ. И занятия проводились исключительно вечером после рабочего дня для работников нефтезаводов и промыслов. Абсолютно Прикинь, верный да. ответ, как вы говорили. И созданию нового учебного заведения стала задача отдела технических курсов при Центральном нефтяном управлении. Эти люди не имели опыта в организации отраслевого учебного заведения, и первым результатом их работы стало 1 августа 1920 года, 1 августа. День моего рождения. когда Грозинский нефтяной техникум начал свой первый учебный год. Прикинь. Понятно. Пятый вопрос. Какой из жанров чеченского национального танца не существует? Обрядовые, профессиональные, праздничные, спортивные. Ничего себе вопрос. Вы вообще знали, что есть жанры чеченского танца? Я не знал. Вот лезгинка и все. На свадьбе чисто потанцевать. Праздничный он, по сути, для меня он всегда Ну праздничный. да, вот именно. Вот я тоже Только хотел стиль жанра. подчеркнуть то, что А это профессионально это, скорее всего, наши Сам- ансамбли, ансамбли, войнах. да, даймох, войнах, Вот обрядовые и спортивные. Обрядовые. обрядовые. Я читал давно, по-моему, перед вообще возникновение танца, нашего чеченского танца, было перед битвой, по-моему, Это танцевали. воинский танец, Да. кстати, да, который они делали. Доводили себя до экстаза. Да. Я вспомнил, да. Поэтому Да. спортивные танцы. Где? Ну, Пример. есть да, отдельно, по-моему, танго, там всякие там направления. Не Ну, национальный танец. сходит где-то, да, чеченские, я не думаю. Национальный же. Но я склоняюсь к ответу Д, варианту тоже. Да. Да. Чеченский народный танец делится на различные жанры, которые связаны с их истоками, особенностями среды, в которой они возникают, и их смысловой наполненностью. Это обрядовые танцы, например, свадебные, танец, исполняемый во время обряда вызывания дождя и так далее. Профессиональные – это воинские, пастушеские и другие, праздничные, ритуальные или религиозные. Однако спортивного жанра в чеченском танце не существует. И на самом деле там есть различные элементы в танце, то есть есть разные элементы у каждого жанра. Интересный факт. Шестой вопрос. Кто автор слов легендарной композиции «Бусулба Санох Чечуя», исполняемой Али Димаевым? Абузар Айдамиров, Абдулхамид Хатуев, Али Димаев, Арби Мамакаев. Ух Кто ты. автор? Кто поет? Кто автор? Легендарная композиция Бусулба Санох Чечуя. Сам Али Димаев. Не думаю. Зачем вопрос тогда? Ну, вот твой подвох. Твой коньяк, давай. Если честно, у меня вот и доводов нету, чтобы вот этот. Я доверю себе. Давай. Ну, Али Димаев, кажется, не писал, в принципе. Хотя, Ну да. может быть, я просто не знаю об этом. Имеется в виду какие-то стихи, Мгм. музыку-то, ясное дело, он написал. Абузар Эдамиров, ну, вроде тоже он не писал стихи. Ну, Он больше там по повесть, романам, да. кажется. Да. Еха Бюсенаш. Вот Абдулхамид Хатуев тоже поэт. Арби Мамакаев тоже. Поэт. Да, поэтому... Хотя нет подсказки, помнишь, ведущего. Но я вспомнил об этом, да, уже все рассказал вам. По сути. Ну, по сути. Да? Б. Давай. Б, да? Да. Абдулхамид Хатуев.
Мурат, ты согласен? Да. Название песни «Бусул Басанох Чечуан» переводится как «Мусульманская моя Чечня». Она появилась на фоне трагических событий, происходивших в республике на стыке двух тысячелетий, и стала неофициальным гимном. Слова композиции написаны Абдулхамидом Хатуевым. Абсолютно верный ответ, а музыку создал Али Димаев. В текст произведения искусно вплетены древние символы народа – солнце и сокол. Солнце олицетворяет силу, свет и чистоту, те качества, которые наполняют жизнь счастьем и благополучием. Сокол же символизирует благородство. И в припеве звучат слова шахады, мусульманского символа веры. Седьмой вопрос. Какого чеченского героя царские офицеры прозвали «Старый мудрый волк»? Бейбулата Таймиева, Шуайба Цинтароевского, Эски Хулхулинского, Ума Дуева. Насколько я читал про Бейбулата, Тайми Бейбулат, его характеризовали всегда как раз как дипломата, как мудрого, типа, с кем можно договориться. Шуайба, по-моему, он как раз договариваться как раз не очень хотел. И там, по-моему, если не ошибаюсь, там была история с имамом Шамилем, когда ему имам Шамиль даже запретил пойти в набег, поход. Он там напал, взял трофеи, пушки, потом с этими пушками выстрелил близко к стойке Шамиля. И там в стойке Шамиля там паника была, и имам Шамиль сказал, что ничего страшного, там он доказывает, что я не прав. Так что я склоняюсь к варианту А. Но был ли он, дожил ли он преклонного возраста, чтобы его Да, это тоже старым, меня, да, об этом я тоже подумал. Сомневаешься, да? Да. Прям старый, что был. Мудрым, что был он. Ну, волк, понятно, да, символ чеченцев. Волк, да. Я... Ума Дуева, да. Если это не А, не Б. А с чего вы решили, что это не А, не Б? То, что Он не новые, ставит, семя сомнений. Может, мы немножко подождем, и вообще это будет Эски Хулхулинский? Не дожил. Что бы я как сказал, то не думаю, что он тоже, если Бейбулат не дожил. И ваш ответ? Да. Да. Старым мудрым волком царские офицеры называли Ума Дуева, абсолютно верный ответ. Шамиль же характеризовал его словами, цитата, «Моя правая рука, сочетающая в себе силу в половину моей армии». Восьмой вопрос. Чем окропляли основание башни в старину перед началом строительства? Кровью жертвенных животных, благовониями, мясным бульоном, медом. Нам бы сейчас кого-нибудь со строительного. Кроме жертвенных животных. Мне медом нравится. Нет. Ну, я под сомнением был. Ну, если вот подумать, каждый раз, когда они начинали свое строительство, они крови жертвенных животных. У меня мед. Это что, благовониями? Благовония же уходят. Медом, почему я имею в виду мед? Ну, можно еще как связку между камнями, как первый кирпич закладывать. Этим мне нравится мед. Но как именно окропляли, как ритуал. Как ритуал. Ну, стандартно это всегда кровь. Да. Ну, человеческая психика, она же одинаковая такая, с древности. Да. Может, там ничего не поменялось? Возможно. Мне кажется, реально. Во все времена, типа.
Соглашусь. Орсакш. Бисмилля. Вариант А. Вариант А. Строительству башни предшествовало магическое действо. Сначала проверяли благоприятность места, затем приносили в жертву животное, часто овцу, но зажиточные семьи могли и быка. Кровью жертвенного животного окропляли основание, произносили молитву, и уважаемый в селении человек, обладавший, по мнению односельчан, счастливой рукой, прикасался к укладываемому в основание первому камню и благословлял начало работы. Абсолютно верный ответ. 9-й вопрос. Какое название носила первая улица Грозного? Дундуковская, Александровская, Граничная, Михайловская. Первая улица Грозного. Не как крепость, Нет, а как за уже крепостью. город. Да, которая уже положила, Да. скажем так, уже развитию города. Я просто хочу прийти к тому, какой император тогда властвовал. Может, по первому в честь него Да, назвали да. улицу. Вот поэтому я думал о Михайловской. А я думаю, Александровская. Да? Почему-то, да. Может В быть, это вообще время граничная, как за границу крепости. Могло же, да? В Могло. принципе. Могло, но я не Дундуковская, думал, что- поскольку тоже, скажем так, личность, связанная с Кавказом. Да. Легенда. Не, Так, почему-то А, С вообще я как ответ не по-моему, вижу. Но тогда я вас не ориентирую. Ну, я вообще, понимаю. Просто Просто как факты, да? я склоняюсь к тому, что в это время императором был Александр. И по логике, да? Да. И в честь его, скорее всего, и была названа первая улица Грозного. Вариант Б. Я Б. доверюсь старшинству мнений. первый из 4 довольно коротких улиц, возникших за стенами крепости Грозная и положившего начало будущему городу Грозному, была Александровская. Абсолютно верный ответ. Первые улицы появились, когда солдатам, отслужившим 25 лет, разрешили поселяться вблизи крепости на Форштадте. Она начиналась сразу за крепостными стенами, была названа Александровской в честь наследника престола, будущего императора Александра II, который Вот. побывал Как в я наших говорил. краях в октябре Близко. 1850 года. Улица носила название Александровская до 1920 года, ныне ее переименовали в честь шейха Али Митаева. Долгое время она носила название Первомайская. В принципе, это название она в народе и сохранила. И 10-й финальный вопрос. Как вы думаете, про что будет? Про Узную? Про Грозный? Про Вузна. Гаганатуна? Да, мне тоже Про кажется, нефтяной, про да. нефтяной. Ну, вы немного ошиблись. И 10-й вопрос звучит так. Сколько форм времени в чеченском языке? 3, 6, 9, 12. Даже была программа такая научная, как она называлась? Эрудит. Еще не помню вот сейчас, давно видел, как раз там разбирали времена в чеченском языке. Там слова сялхани, лами, ули, там еще слова были, которые я в жизни не слышал. Интересно было как раз. И сейчас как раз вот про то, что в чеченском языке можно одним словом сказать, передать не только завтра, кана или послезавтра лама, но еще и 5 следующих дней. Ула, цака, цула через 6, Ага. тимока через 7. Вот ты про это? Да, да, Кстати, подобные фишки говорят, что нет боли ни в одном живом языке мира. да. Просто про время, поэтому вспомнил. Мгм. Так, сколько форм времени? Считаешь? 8 насчитал. Варианта такого нет. Давай воспользуемся подсказкой. Так у нас она лежит просто. Мадинис, В Мадине можно было, если она не Или занята. или Анзор знает. Или Анзор, или Мадина, кому? Мне кажется, Мадина. Давай тогда.
Алло. Мадина Давигдайл. Это ведущий программы «Эрудит» Рамзан Абуев. Здесь ваш коллега и студент на 10-м вопросе, и они воспользуются подсказкой «Звонок другу». Можете помочь им? Я очень постараюсь, Рамзан. Так. Это ответственно, но я постараюсь. Все, я передаю телефон. Мадин, Давигдайл. Да, увидел, Хасан. У нас как раз споткнулись на 10-м вопросе последнем. Вопрос Алхамдулилла. Вопрос такой. Сколько форм времени в чеченском языке? Вариант А 3, вариант Б 6, вариант С 9, вариант Д 12. 9. Вариант С, да? 8 падежей, я помню, в чеченском языке, и 9 форм времени. Ага, Хорошо. все. Да, это тупое. Дерес, Халил. Дерес, Халил. Атикел. Анигдаля. Ну что, доверитесь? Да, конечно. И ваш ответ? Вариант С С, 9. 9. В русском языке существует 3 временные формы: прошедшее, настоящее и будущее. В чеченском же языке их 9. Тем не менее, это не так много по сравнению с эскимосскими языками, в которых насчитывается 63 формы настоящего времени. Ну, 63. Да, но только настоящего времени. Ух ты. Вы абсолютный победитель, я вас поздравляю. Небольшие подарки от нашего телеканала. Какие у вас эмоции, впечатления? Спасибо. Да, Савел. Аминь. Ну, в первую очередь, спасибо, что пригласили. Очень интересные вопросы были. Мне понравилось именно связанное с нашей чеченской тематикой местной. Эмоции самые прекрасные, я бы сказал. Было интересно, мне понравилось. Спасибо огромное. Было очень интересно. Даже было очень интересно, круто. Вопросы про институт интересные были, про нашу историю, про обычаи. И спасибо огромное за приглашение. Вам спасибо, что пришли. Я рад, что вы приняли приглашение, пришли. Горд, что вы победили. Спасибо за интересную, познавательную игру. Аминь. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Аликеев Маша.